Бүтүп калса ушул жерде бала чакам менен болгонум жакшы деп ойлойм да, ошонучу. Анан ооруп эле мындай жалгыз 10 этажда жалгыз жашаган ооруп экен да. Эми биякта мен как охрана сыяктуу болуп калдым да. Дом должен был сдать 2020 года, 4-й квартал. Но, к сожалению, после 2020 года владелец участка подает в суд на застройщика о расторжении договора. В течение 1,5 года у них идут судебные тяжбы, и в 2022 году, в марте месяце, владелец участка выигрывает суд с таким условием, как он всегда отмечал, что дольщиков не оставит в стороне. Он уже сдает под шейн цеха. И когда мы уже начали привлекать общественность, они уже, видите, закрываются цеха. Мы попытались, узнали об этом в 2024 году, летом. Мы попытались договориться с застройщиком и владельцем участка. Проблему создал, конечно, застройщик, но продолжение сейчас создает нам владелец участка. Вначале он нам втерся в доверие, сказал, что я тоже пострадавший, и давайте мы заберем документы застройщика и сами будем строить. Мы на это согласились. В течение 2 месяцев мы постарались вести переговор с застройщиком, чтобы он добровольно отдал нам документы. И мы достигли этого. Он обещал нам дать документы и постепенно уже начал передавать. За этот период времени владелец участка отказался от своих первоначальных намерений, сказал, что нужно посадить застройщика. Муну атайын коюп койгом. Биякты дагы кылып бергиле дегем, баягы кулап кетпейин депчи. Суу тоңгон. Ойте суукта биякчы. Суу тоңгон. Унитаз дагы уже жарылган суукта. Этот объект нашла в интернете, заключила договор с застройщиком. В 2018 году уехала. Как раз получился период, когда начался коронавирус, и он все время говорил, не строится, то есть долго строится из-за того, что сейчас коронавирус. По идее, объект должен был достроиться в 2020 году. И так и объект стоял. В 2024 году, летом, я, получается, приехала уже в Бишкек. Пришла на стройку сюда уже выяснить, что происходит. И мы выяснили с дольщиками, что объект не строится из-за того, что давно уже расторгнут договор между хозяином и строительной компанией. И что между ними был суд. Потом мы встречались с хозяином земли, с Исмаиловым Манасом. Он говорил, что те люди, которые участвовали в судах, в 2020-2021 году, когда был суд, что этим дольщикам я квартиры не дам. Он говорит, что он хочет привлечь свою строительную компанию и начнет здесь сам будет строить. Өзүмдүн 10 микрорайондо 2-комнатный квартирамды берем деп, семьямды ажырадым, кредит дагы төлөй албай калып, үйү жок болуп калып, ошонун орто жолго жалгыз калдым да. Анан ушул жерде канча деген адам, 90 адам жашайт, баардыгы төлөп койшкон. Мен дагы ушул жер бүтүп кетсе, ушул жерге бала чакам келсе экен дейм да мен дагычы. Ошол жакта жогорку бийликтеги карап коюңуздарды суранам да. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Өзүмдүн оорулуу энеме 3 баламды таштап коюп, 20 жыл иштеп чогултуп келген акчамды ушул строительный компанияга бергенмин. 1 жылдын ичинде бүтөбүз деген келишим менен бергенмин. 5 жылдан бери мен квартиралап жүрөм. 16 квадрат метр общежитияларда жашап жүрөм. Эң кичүү баламдын инвалидности бар, мына бир көзү жок. Азыркы учурда мен кайра ошончо акчаны тапканга уже менде эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок. Себеби дегенде, биринчиден мен оорулуу энем дагы өтүп кетти. Экинчиден балдарымды таштап кетейин десем, экинчиден кайра башынан бирөөнүн жерине барып иштесең возрастной категория деген болот экен.
эч жерге жумушка деле албайт. Эми азыр мына биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот? Булар дагы тентип көчөдө ар кандай эме ушу россиялап ар кимге кул болуп ушинтип иштеп жүрүшөбү эми болбогу кайдагы мошенниктер үчүн. Бул строй компаниянын жердин ээси Исмаилов Манас. Мына биринчи этажын полностью цехке арендага берип, мына бул жакты болсун казып, өзүнүн ломбардына, жеке өзүнүн бизнесине биякты ушундай стоянка кылып алыптыр. Азыркы учурда бир машина киргизип коюптур ужечи. А биз өзүбүздүн еще сыртына замок коюп коюптур. Биз өзүбүздүн үйүбүзгө дагы кире албай отурабыз азыркы учурдачы. Эч кандай бир үмүтүбүз жок болуп калды. Күнү түнү уктабай уже невроз болуп больницалап тентип калдык ужечи. Эч кандай нанга араң акча таап жүрөбүз. Кантип ушул нерсеге сиздер кайдыгер карайсыздар, мен түшүнбөйм. Весной я что-то начал забеспокоился. Думал о том, что это такое, почему она останавливается. Нигде не мог связаться, телефонов никаких не было. Начал искать в соцсетях и нашел эту группу. Оказывается, дочки уже объединились. Объединились и начали требовать, почему это так происходит. Естественным образом, строительная компания, которая это строила, она стала говорить о том, что у него сейчас денег как бы сложновато, но я, в принципе, могу как-то построить и так далее. Заверял то, что завтра начну, послезавтра начну. Естественным образом, мы этим не стали удовлетворяться, начали копаться в этом деле и выяснили о том, что тут проблема заключалась в том, что в 2021 году, после пандемии, оказывается, это в 2021 году уже в Верховном суде, хозяин земли расторг договор с этой строительной компанией, что вся проблема заключается в том, что строительная компания не может здесь строить с тех пор, с 2021 года, хотя она с 2021 года 6 по 10 этаж все построила. Всячески хозяин земли всячески пытается увильнуть из этой ситуации. Мы видим о том, что логика прослеживается очень простая. Простая логика в чем заключается? Довести строительную компанию до банкротства, чтобы он оказался недееспособным, после чего этот объект, который построен на этом, так скажем, участке, автоматически становится ничейным, а хозяин земли, естественно, является первым претендентом на эту территорию. Таким образом, все дольщики, которые приобрели в этом доме квартиры, оказываются совершенно непонятно где.